помощи государства в приобретении жилья молодым семьям, поддержки многодетных семей, доступного получения своевременной квалифицированной медицинской помощи для малоимущих слоев населения и в отдаленных районах сельской местности, реформирование системы здравоохранения, создание благоприятных условий для инвестиций, приоритетными направлениями которых являются развитие сельского хозяйства и туризма, дифференцируемой системы налогообложения и развитие снижения налоговых ставок и платежей для местных предпринимателей малого и среднего бизнеса, поддержку государства в создании и развитии отечественного малого и среднего бизнеса, доступности получения кредитов и низких процентных ставок по ним, укрепление законодательной ветви власти путем перераспределения полномочий и усиления контроля со стороны парламента за надлежащим исполнением законов органами исполнительной власти. Ответственности депутата перед избирателями. Считаю необходимым разработать механизм отзыва депутата, если народный избранник пренебрегает своими прямыми обязанностями, игнорирует просьбы и нужды избирателей, не участвует в парламентских слушаниях без уважительной причины, не участвует в разработке законопроектов, не отчитывается перед избирателями о проделанной работе. Спасибо большое. Спасибо. Лаша Надари, по минутку ему. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мой отец говорил мне, лучшая характеристика человека – это сравнение того, что он обещает, и того, что он делает. Я об этом помню всегда. И потому не разбрасываюсь пустыми предвыборными обещаниями. Я люблю свой народ. Так зачем мне вас обманывать? Я иду в парламент работать. Провести полноценную реформу власти. Мы должны принять закон о смешанной избирательной системе, перераспределить полномочия между президентом и парламентом страны, перестроить всю исполнительную власть, сократить раздутый административный аппарат, а все назначения проводить на конкурсной основе, открыто и прозрачно. Все должны иметь право поступить на госслужбу, по уму, а не по блату. Я за равенство всех граждан страны перед законом. Нам нужна независимая судебная система, и судьи всех уровней должны напрямую избираться народом. Я за социально ориентированную экономику. Надо помогать предпринимателям, упростить регистрацию малого бизнеса, снизить административное давление и налогообложение. Нам нужен закон о государственных гарантиях кредитования, в первую очередь сельскохозяйственного производителя. Нужно запретить любое строительство в исторической черте города, а прокуроры должны жестко реагировать на попытки уничтожения памятников культуры. Это наша память, это дух нашей страны. Как экология, природа Абхазии – это душа нашей страны, наше богатство. И мы обязаны защищать ее и запретить любое хозяйствование и на море, и в лесах, и в горах. Мы – свободные граждане независимой страны, и мы должны жить счастливо. Ради этого я иду работать в парламент. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые избиратели Синопского округа номер 5. Как вам хорошо известно, 12 марта 2017 года состоятся выборы в Народное собрание парламент Республики Абхазия. Я принял для себя решение выдвинуть собственную кандидатуру на избирательном округе номер 5, жителем которого я сам являюсь. Мое решение баллотироваться было продиктовано стремлением принять более активное участие в процессе реформирования и модернизации нашей республики, которая, к сожалению, находится в состоянии перманентного кризиса. Хорошо известно, что основная задача депутата парламента заключается в законотворческой деятельности. Депутат должен принимать активное участие в процессе разработки и принятия тех или иных законодательных актов, которые, в свою очередь, должны способствовать качественному улучшению нашей с вами жизни. При этом я считаю, что, несмотря на то, что это не входит в круг прямых обязанностей депутата, тем не менее я считаю, что он должен лоббировать интересы собственного округа и собственного района, откуда он был избран, путем взаимодействия с органами исполнительной власти для решения бытовых и социальных задач, коих за эти годы скопилось достаточно большое количество. Что касается процесса реформирования нашего государства,
то я считаю, что без решения наиболее важной, по моему мнению, задачи, а именно бескомпромиссной борьбы с коррупцией, нам не удастся надеяться на какие-то успехи в деле строительства независимого, демократического, экономически развитого и, что самое главное, правового государства, в котором бы все его граждане были бы наделены равными правами и возможностями. Именно поэтому я ставлю борьбу с коррупцией на первое место. Уверен, что нам удастся в ближайшей перспективе достичь значительных результатов в этом процессе. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Лашан Укзарифа. Спасибо. Хлопзия хатырыску телехопшша, хлопзия хатырыску кандидатша, хлопзия рада. Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, уважаемые избиратели. Я по традиции хотел бы начать свое вступительное слово с различных тезисов, идей и программ, но сейчас я передумал. На мой взгляд, куда более важнее поговорить о нас с вами и о тех проблемах, которые реально существуют в нашем обществе. Сегодня в Абхазии великое множество проблем, и есть они в различных сферах жизни людей. Но самыми незащищенными, самыми уязвимыми в этом отношении становятся так называемые незащищенные слои населения, такие как пожилые люди, многодетные семьи, семьи ветеранов и многие-многие другие. Все те, кто сегодня реально живет за чертой бедности и выживает как может. Можно сказать, что в стране процветает социальная несправедливость и социальное неравенство. Все это мне удалось воочию увидеть, став депутатом Сухумского городского собрания. И я с моими коллегами всячески пытались помочь людям в решении тех или иных проблем. И часто у нас это получалось. Но мы могли помочь 1, 2, 3, 10 людям. Но изменить в картину в общем очень сложно. Здесь нужен системный подход, в том числе подход из высших органов государственной власти, в том числе из парламента. Именно это побудило меня идти в парламент. При этом, наверное, не нужно быть сторонником мнения о том, что депутат – это исключительно законодатель и законотворец. Помимо этих функций, депутат должен выполнять и представительские функции. В той тяжелой ситуации, в которой находится сегодня наша республика, не то что депутат, президент занимается решением реальных проблем населения, а депутат уж подавно должен решать эти проблемы, возможно, через городских депутатов, возможно, лично, но он должен иметь активный контакт со своим населением. Я уверен в том, что в связке депутат парламента вместе с депутатами городских и местных собраний могут сделать много добрых дел на местах и немало изменений в системе управления республики в целом. Спасибо. Хулыбзия хатырско телехопшчан. Ашхадзыхи пшаххахаха, абсшабзия сбойт сара. Яма дзамку анхаха паха, икуилает абсинра. Абсша шиздру агуражгот хацкуяна год, убрекон бе ахара гасот, абрина хасицхо, урысшал шадис банзар халыхчай абжихараюк, урысшал ячаверо. Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, друзья. Хотел бы представить программу, с которой иду в парламент. Первое. Разработать закон о ветеранах, которого у нас до сих пор нет, а также создать доступные программы для пенсионеров, инвалидов и молодых семей. Являясь председателем аудита Ассоциации инвалидов, хочу заверить, что работа над проектом такого закона уже ведется. Второе. Пора уже привести в порядок очистные сооружения в самых посещаемых туристами районах Турбазы, Синопа, Киласура. В этом поможет только серьезный закон о защите курортных зон. Третье. Формирование юридической договорной площадки между властью и оппозицией. Такая площадка появилась у нас в последнем народном сходе, и смогла оппозиция договориться с властью. Это хороший опыт, который нужно дальше тоже развивать. Четвертое. Создание рычага, регулирующего степень ответственности должностных лиц с понятными людям жесткими санкциями. Тогда можно будет добиться качественного результата. И пятое. Нам обязательно нужна система поощрений к уже существующему закону об абхазском языке. Это реальная и конкретная мера, которая не потребует огромных затрат. К примеру, бюджет можно выделить из средств, расходуемых ежегодно на развитие нашего языка. Спасибо. Иду буду занавизча. Зигишую минутку гишхай шурхует, обряла ала галатухта харкшоп, хайсует и ходухтахи.
Дорогие друзья, в основной части нашей программы предусмотрены, будем говорить об актуальных темах, которые возможно, какая попадется у нас, вы уже знаете из этого нашего такого так называемого аквариума. Так получилось, что некоторые темы у нас по многу раз, а некоторые темы у нас вообще не попадались. Посмотрим, как нам повезет на этот последний раз, в последнем эфире. И традиционно у нас тут самый младший. Я. Хорошо, Лашан Угзарович. Попытает счастье. И что у нас там? Перспективы развития сельского хозяйства в Абхазии. Отлично. Ну что, друзья, вы все ребята городские. Возможно, вам эта тема и не так близка, но все же, как будущим депутатам парламента, вы должны будете, конечно, сталкиваться и с такой проблемой. Кто-нибудь, может, начнет? Или как-то с вопроса, вообще, что вы думаете о перспективах развития сельского хозяйства? Конечно, Георгий Не так, Валерьевич. может быть, глубоко знаю эту тему, но сталкиваюсь, у меня есть друзья, которые занимаются непосредственно сельским хозяйством. Хотел бы сказать, что это одна из основных отраслей Абхазии, которая, соответственно, требует очень большого внимания для нашей республики. Перспективы развития сельского хозяйства, я думаю, они есть, предпринимались различные попытки этого развития, были различные формы, различные программы. Но, к сожалению, в целом на сегодняшний день, если взять в общем и целом сельское хозяйство, наверное, оно все-таки находится не в очень хорошем состоянии, так как у нас фактически фермерских хозяйств, колхозов есть отдельные, но опять же они, грубо говоря, не столько государством развиты, сколько развиты, наверное, какими-то личностными связями, людьми непосредственно, которые этим занимаются. Программы, я думаю, должны быть, наверное, недорогие кредиты, да и какие-то дотационные дела все-таки. Эта отрасль очень нужная нам в связке с курортами. Сельское хозяйство очень необходимо Абхазии. Но эта отрасль, я насколько понимаю, она очень долгосрочная. То есть окупаемость может быть не в ближайший даже год-два, в зависимости, наверное, от вида сельхозпродукции. Перспективы, наверное, у нас все-таки неплохие. Даже внутри государства, наверное, внутренними ресурсами возможно развитие. Но опять же, привлечение инвесторов, наверное, более быстрое развитие сельского хозяйства у нас бы началось. Поэтому я считаю, все-таки инвестиции нужно привлекать в сельское хозяйство, наверное, извне, и использовать внутренний ресурс Абхазии. Да, безусловно, здесь очень много тем вплетается в эту тему. Кто-нибудь хочет добавить? Я могу слово дать. Можно я продолжу? Да, конечно. Очень интересный вопрос по поводу сельского хозяйства. Вы знаете, на самом деле я считаю, что локомотивом нашей экономики должна стать курортная сфера услуг в целом. Но если говорить о сельском хозяйстве, то я позволю себе не согласиться. Сельское хозяйство, на самом деле, если брать мировую практику, в частности, я могу сослаться на опыт Соединенных Штатов, которые являются на сегодняшний день первой экономикой в мире, это дотационная отрасль. То есть во всем мире сельское хозяйство, оно не приносит каких-то серьезных прибылей в экономику. Везде государство вынуждено поддерживать, это и в Европе происходит, мы знаем, и во Франции, и в Германии государство поддерживает сельскохозяйственных производителей. Я думаю, что здесь должна быть именно государственная программа, направленная на поддержание и развитие сельского хозяйства. Это, безусловно, сюда должна включаться и банковская сфера, это вопросы кредитования, причем кредитование должно быть на максимально выгодных для крестьян условиях. Возможно, даже можно задуматься над тем, чтобы государство давало беспроцентные кредиты, потому что именно, опять-таки, государство должно быть заинтересовано в этом. Но при этом, я думаю, что мы сельское хозяйство можем приобщить к курортной сфере. У нас на сегодняшний день ситуация складывается так, что мы все товары в основном, в том числе и сельскохозяйственного производства, завозим, то есть это импортируемые товары. В основном речь идет о Российской Федерации, но в том числе ни для кого не секрет, что часть товаров заходит из Грузии. И это, к сожалению, создает для наших производителей сельскохозяйственных большую конкуренцию.
Они не выдерживают эту конкуренцию, именно поэтому должна быть дотация со стороны государства. И есть еще один момент, связанный с сельским хозяйством, он может быть не столь видимый, да, для многих, но я считаю, что наша культура, наши традиции, наш быт, они зародились именно в селе. Да? То есть тут есть еще некая идеологическая, что ли, составляющая, то есть государство в том числе... Духовная, можно сказать. Духовная, можно сказать. В том числе, да. То есть помимо экономических и финансовых каких-то составляющих, государство должно быть заинтересовано в развитии сельского хозяйства в том плане, что чтобы сохранить село, чтобы сохранить там людей, отток людей из села. Мы знаем, что это происходит, да, повсеместно, можно сказать. И это происходит потому, что нет работы, нет возможности заработать какие-то средства там, и так далее. То есть это должна быть государственная программа, направленная на развитие и сохранение села. Понятно. Вот мое Спасибо. мнение. Лаша Нукзарович. Ну, я хочу тоже пару слов сказать о перспективах развития сельского хозяйства. Я считаю, что наряду с развитием курортного сектора Абхазия была и остается аграрной страной, и эти две отрасли должны развиваться примерно параллельно. Да? До 90-х годов 20 века Абхазия вывозила огромное количество сельскохозяйственной продукции со своей территории, но те серьезные изменения, которые произошли после распада СССР и после грузино-абхазской войны, да, они нанесли непоправимый ущерб сельскому хозяйству и сознанию крестьянина тоже в том числе. Но, тем не менее, я считаю, что необходима очень серьезная поддержка со стороны государства аграриям. В этой поддержке должны быть заинтересованы все, начиная от обычного крестьянина, заканчивая президентом. Должны предоставляться кредиты. Много раз на дебатах я слышал о том, что идею о открытии сельхозбанка, я считаю эту идею оправданной. То есть должна быть выверенная программа развития сельского хозяйства. Если сельское хозяйство станет выгодным, мы сможем вернуть молодежь в село, мы сможем задействовать тех людей, которые остались без дела в селе. То есть нужна направленная программа по развитию сельского хозяйства. Спасибо большое. Я всего лишь добавлю одну вещь, конечно. что вот, как я говорил в вступительной речи, нам в обязательном порядке нужен закон о государственных гарантиях кредитования вот касаемо сельскохозяйственного производителя. Поэтому здесь много очень сказали на самом деле, но село это на самом деле наш дух, и мы не должны терять его ни в коем случае. Можно? Но все равно кредитование сейчас тоже происходит, может не в таких это объемах, не в но таком все-таки, да. виде и не в таком качестве. как Пожалуйста, вот говорил. кто не говорил, можно, да, Владимир Владимирович. Спасибо. Сельское хозяйство всегда было традиционной отраслью нашей страны. И поэтому, конечно, необходимо придавать большое значение для развития села и всех сопутствующих отраслей. Поэтому, как вот выразились мои коллеги, необходимо создавать продуманную программу для поднятия села, а также для создания каких-то агропромышленных комплексов, потому что существует большая проблема сбыта сельхозпродукции. Вот в связи с этим надо работать. Правильно. Вот Тамас Георгиевич. Да, я скажу коротко. На самом деле должна быть большая государственная поддержка. Насчет кредитования я не согласен, потому что кредитование пойдет не по тому направлению, мы часто в этом убеждались. Должна быть создана на самом деле аграрная промышленность в поддержку работников села. И самое главное, мне кажется, надо дать им сбыт того, что они производят. На сегодняшний день просто возьмем те же самые мандарины. Чтобы вывести крестьянину, сколько нужно труда и сколько нужно ему расходов, чтобы вывести те же самые мандарины. Он не готов к этому. И потом надо сделать сады. Вот делают же сейчас вот у нас в Миргулах, там неподалеку от нас, есть большие сады, которые сейчас запущены. Благо эта программа, были посажены деревья, но сейчас никто за ним не ухаживает. Мне кажется, все-таки нужно в каждом доме, в каждом семье сделать, посадить этому крестьянину деревья, там, персики, яблоки, я не знаю, груши и все. И потом же у него покупать. Когда они будут у него в огороде, он уже будет за ним ухаживать не так, как на соседнем поле, там где-то в общем поле. То есть надо реально помогать крестьянам. Вот сейчас вот последний выступающий как раз затронули важную тему.
ведь для сельчан, в принципе, вот это самое главное. Вот как обеспечить вот сбыт сельхозпродукции? Это самое главное. Можно пару слов? Да, пожалуйста, Буквально. конечно. Я думаю, мы должны стремиться к производству высококачественной продукции. Высококачественной продукции, которая, я думаю, будет пользоваться спросом. Ну, условно, в Российской Федерации. То есть не массовое производство чего-либо, а именно определенные виды, но высокого класса. На них есть определенный спрос. Я думаю, это будет конкурентоспособная продукция. Наряду с нашими брендами, которые уже есть в Российской Федерации. Думаю, по этому пути более эффективно идти. Хорошо, вот мы произвели высококачественный продукт. Кто должен обеспечить вот этот вот приемные пункты, да? Вот кто должен это обеспечить? У нас же были созданы, ну, по крайней мере, касаемо цитрусовых, в свое время приемные пункты и переработка предполагалась. Но почему-то этот проект закрылся. То есть, это организация, не знаю, вот там, как консервации, вот эту джемов. ступень следующую? Вот это момент был упущен, наверное, не знаю. Хотя были условия созданы, но впоследствии этого нет. Ну, я думаю, в этом нужна поддержка государственная, да, в том числе и через Министерство сельского хозяйства. Еще я хотел бы сделать небольшой комментарий по кредитованию сельскому. Оно имеет место в сегодняшней жизни, то есть у нас Национальный банк занимается через коммерческие банки кредитованием фермерских хозяйств. И не везде эта ситуация плачевна, то есть есть какое-то количество фермерских хозяйств, в том числе и в Восточной Абхазии, которые неплохо развиваются, которые вовремя платят проценты по кредиту, сумму кредита. То есть это не безнадежная перспектива отнюдь. Еще хотел пару слов в связи с этим сказать, что у крестьян возникает проблема с тем, что у них нет техники. Вроде как созданы какие-то МТС, но крестьянину приходится, допустим, чтобы вспахать 1 гектар земли, ему нужно вспахать 4 раза 1 гектар земли для посадки обычной кукурузы. Да, и ему это обходится примерно порядка 20 тысяч рублей. Не у каждого крестьянина сегодня, согласитесь, есть такие деньги. То есть нужно создавать какие-то лизинговые компании при поддержке государства вместе с российскими производителями, которые будут поставлять технику в долгосрочное кредитование нашим крестьянам. Я верю в то, что это даст положительный результат. Касаемо какие-то МТС. Ну, по роду деятельности в Сухумском районе я сталкивался с проверками тех же МТС, как бы. Есть хозяйство, есть техника, их содержат и достаточно эффективно используют. Нельзя сказать, что это такая гиблая тема, как бы в этом плане. Можно ремарку небольшую? Да, для тех, кто не знает, пожалуйста, расшифруйте, Георгий что такое Лерьевич, МТС работает, действительно функционирует. Что такое МТС? Вы расшифруйте, пожалуйста. Это вот станции, на которых соответствующая техника базируется, которые должны помогать крестьянам. И они действительно, да, трактора, и они действительно задействованы. Дело в том, что просто недостаточно этой техники. Это другое. Да, это но они есть, они функционируют, их не загубили, техника живая. Я хотел бы добавить тоже по этому вопросу, раз у нас такая дискуссия завязалась. На самом деле вы очень правильную тематику задали. У нас крестьяне на сегодняшний день производят достаточно высококачественную натуральную продукцию, которая очень востребована во всем мире, потому что вы знаете, что сейчас по всему миру засилие так называемых ГМО, генетически модифицированных продуктов, то есть не все эти продукты имеют какие-то побочные эффекты там, и так далее, не всегда полезны для здоровья. Наши крестьяне производят как раз таки натуральную продукцию. Я вам скажу, мне довелось по роду своей деятельности, по роду службы побывать в разных странах, и там именно эта продукция, она очень высоко ценится. То есть эту продукцию не каждый гражданин даже Евросоюза может себе позволить. Да? Мы знаем, зачастую многие ходят в супермаркеты, там некачественная продукция. Есть отдельные виды услуг, скажем так, где продается именно натуральная продукция. Я думаю, мы могли бы занять именно эту нишу. Что касается, главный вопрос реализации, да, куда реализовывать. Сегодня мы знаем, что наш крестьянин не имеет возможности попасть даже на наш рынок, на наш центральный рынок в городе Сухум. Там этот процесс происходит через ряд перекупщиков, скажем так, да, то есть сам крестьянин не имеет возможности попасть на рынок. Я считаю, что хорошая была инициатива со стороны ряда организаций неправительственных, это создание неких ярмарок, да, воскресных там,
ярмарок выходного дня. Я думаю, что эту традицию надо продолжить, где бы крестьяне имели напрямую возможность, пусть она раз в неделю, раз в месяц проходит, где бы крестьяне имели возможность приезжать непосредственно на там, какие-то торговые ряды в определенном месте и продавать, реализовывать свою продукцию напрямую покупателю. Во-первых, это будет намного дешевле, чем мы имеем на нашем столичном рынке. Во-вторых, это будет намного качественнее. Другую часть товара, я думаю, что мы могли бы реализовывать через те же российские какие-то компании, но для этого уже, безусловно, нужно подключение государства. Это должно тут подключиться, я думаю, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства. Они имеют прямой доступ, прямой выход на своих российских коллег. И эти интересы, безусловно, государство должно лоббировать, потому что крестьянин сам не сможет выжить в этих условиях, в конкурентных условиях. Да? Ну, касаемо кредитования. Понятно. Кстати, вот это вот, кто еще идея есть по поводу вот этой цепочки от кредитования до пункта вот приема? по поводу кредитования. По роду деятельности приходилось проверять. То есть, там, условно, поля, которые были кредитованы, где выращивалась различная продукция. То есть, столкнулись с чем? Берутся деньги, там, вспахивается поле, условно, огораживается, и дальше как бы процесс замирает. Но еще столкнулись с такими моментами. То есть заведомо вот саженцы ореха, Гальский район, они были насажены на тех территориях, общались там с агрономами местными, они говорили, что мы предупреждали, что в этом месте не будет эффекта. То есть там через какое-то время, то есть заведомо уже знали, что дело гиблое, так можно сказать. Вопросы контроля исполнения. То есть кредитанули, если на каждом этапе контролировать, я думаю, все будет нормально. То есть первый этап. То есть изначально было ясно, что изначально, да, гибкое, были да? заложены механизмы для списания средств. Что тут скрывать, как бы. Но это уже совсем другой вопрос. Я хотел Лаша, бы вы хотели добавить? буквально пару слов, что касается вообще сельского хозяйства и крестьянина. К великому сожалению, у нас есть такая плохая практика позапрошлого года. Вот в прямом смысле слова определенные нечистоплотные чиновники задушили крестьян, допустим, в основной части Гальского района, завысив цену на вывоз ореха. Такие вещи мы не должны никогда в жизни повторять. Мы должны понимать, что если мы помогаем крестьянину, мы должны ему помогать, но не как там, рубить его деятельность. Поэтому в первую очередь это должна быть действительная помощь от государства крестьянину. Вот что я хотел добавить ко всему сказанному здесь. Хорошо. У кого-то еще есть? Кто-нибудь хочет? Хорошо, тогда все сказали. тему будем, да, считать исчерпанной. Да. Лаша Нукзаревич, у вас есть возможность еще раз попытать счастье. Попытать счастье. Борьба с коррупцией. Отлично. Ну, вопрос, кстати, часто выпадает у нас этот. Вот. Ну, пару слов я... Георгий Леревич, вы как раз вот хотели, Начнем с вас, по-моему, уже к пожалуй. этому подойти. Углубляться в детали не буду. Хочу сказать, что у нас есть законодательство о противодействии коррупции. Есть управление, Закон которое принят, да. занимается именно этой отраслью. Но пока... Как эффективно? Как эффективно, я вам скажу. Обкат, я в этом управлении не работал, сразу хочу сказать. Ну, наверное, всех интересует, почему никого за коррупцию пока условно Да, это часто не говорят. наказали. Да? Ну, закон сырой, требует определенных доработок, требует законодательных инициатив. Вот, кстати, в области, знаете, какой, значит, отчета о доходах и расходах должностных лиц. То есть этой главы в этом законе, она, к сожалению, отсутствует. Если я буду выбран депутатом, то я выйду законодательной инициативой именно касаемо этого вопроса. Ну, что я могу сказать? Для этого я иду в парламент, чтобы сформировать определенную группу специалистов, которые, опять же, будут контролировать исполнение данного закона. То есть доработка закона, много моментов можно поправить, добавить, и, опять же, контроль исполнения. Хочу сказать, что, да, Народное собрание – это, конечно, законотворческий орган, но на сегодняшний день львиную долю времени, я думаю, парламент должен уделять именно контролю исполнения наших законов. Именно так. Тогда мы достигнем определенных результатов. Георгий Лерич, ну вы как прокурор, я как поняла, вы во вступительном слове тоже как раз коррупции
много времени уделили. Ребят, ну вот положа руку на сердце, честно, вот можно вообще вывести нашу экономику из денег? Знаете как? Сможем мы это сделать? Наверное, все вместе мы должны это делать. Не только чиновники, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов. Все люди вместе. Потому что каждый из нас, из граждан, все-таки мы сами как бы подталкиваем чиновников к коррупции, так если просто говоря. Это изнутри. Мы должны все вместе взяться, но без рычагов контроля, конечно же, ничего не получится. То есть где-то нужно надавить, где-то надо усилить контроль и как-то планомерно к этому двигаться. Понятно. Кто хочет? Пожалуйста. Я хочу тоже сказать так о коррупции немного философски. Пожалуй, это самое позорное явление, да, в нашем обществе. Она охватила, к сожалению, только в нашем, во многих обществах, и она охватила все сферы жизни. Вирус коррупции, как обычно поражает развивающиеся страны, да, и, к сожалению, он не обошел и нашу страну. И, конечно, некоторые меры принимаются, есть закон соответствующий о коррупции, но недостаточно всего этого, да, в том числе и недостаточно мер наказания. В коррупции в том числе есть ответственность и людей, которые не борются с ней, они ей потакают, если можно так сказать, да, население Абхазии. То есть мы не заявляем о коррупции, о фактах коррупции. То есть это тоже имеет место быть, и с этим надо бороться. С коррупцией надо бороться всем миром и каждому, да. Борьба с коррупцией завязана и в том числе с нашими условиями труда, заработными платами, например, или налогами. Например, сделали повышенный налог НДС, но в свою очередь этот НДС порождает различные коррупционные схемы. То есть предприниматели предпринимают все возможные методы, чтобы обойти этот НДС. Соответственно, мы сами поощряем коррупцию. Вот такой комментарий. Да-да, ну подряд можете, да. Я выступаю, ладно. Хорошо, Лаша, давайте. Я хотел бы добавить следующее. Для того, чтобы мы вообще говорили об искоренении коррупции, мы должны создавать условия. Вот когда мы начнем создавать условия людям, потом мы должны требовать контроля над исполнением этих всех законов и, соответственно, неотвратимость от наказания. Если вся эта цепочка будет соблюдена, я думаю, в скором времени мы забудем слово коррупция и перейдем к какому-нибудь другому слову. Можно ремарку? Какой вы оптимист, а? К сожалению, я считаю, что если к нам зайдут огромные инвестиции, у нас станет много денег, коррупция, наверное, будет еще более процветающей. Ну, это понятно. Все-таки в первую очередь надо начинать с закона, с контроля, именно исполнения закона. Ну, я извиняюсь, над контролем еще должен быть контроль. Там это все контроль. Парламентарии должны этим непосредственно заняться. Я думаю так, надо жестко к этому подходить. Даже порой жестоко, наверное. Это у нас осталось еще с постсоветского пространства, до Советского Союза, когда это прошла Наши коррупция. родственные отношения мешают. Родственные отношения мешают, да, наверняка это тоже мешает, но это пришло все с Советского Союза, тогда были государственные деньги, да. И как-то, наверное, не стыдно было лазить в государственный карман. А сегодня деньги наши, народные. И чиновники немножко так... Шергазацаны лезут в государственный карман. Полез в государственный карман, отрезал ему один палец. Полез второй раз тоже. Не буду он долазить. Надо жесткие меры принимать. То есть вы такие радикальные меры вы предлагаете? Конечно, а как иначе? Что делать? А это продолжается. Это уже сколько? 23 года продолжается одно и то же. Знаете как, наверное, чиновники старой формации все-таки должны уже постепенно уйти. И молодые тоже так же. Тамас Георгиевич, все передается я по согласна с наследству. тем, Это что, тоже конечно, передалось. многие страны именно через такие радикальные меры прошли, но сколько они нам подходят, эти меры. Нам тоже подойдут, мы очень даже законопослушны, немножко так. Сейчас вам вот Ираклий хотел, потом я вам слово если дам. позволите, тут я вижу, дискуссия развивается, до нас никак не доходит слово. Вы знаете, тема коррупции, она прозвучала и в моем вступительном слове, она и в моей программе звучит достаточно основательно. Я вообще считаю, что коррупция – это основная задача, которая стоит перед нашим государством. Она, кстати, стоит уже не вчера возникла, она уже стоит 24 года скоро нашей независимости. И эта задача стоит, но она никак не решается. Как ее решить? Я вам скажу, возможно, достаточно простой пример, но в то же время и сложный. Необходимо наличие несгибаемой политической воли. Вот это главный аспект,
который должен сопутствовать решению проблемы коррупции. Когда я говорю о несгибаемой политической воле, речь, конечно же, безусловно, идет о главе государства, о высшем лице в государстве. То есть именно этот человек должен проявлять. Я абсолютно не критикую нынешнюю власть, не хочу это делать. Это происходило не только сегодня, это мы на протяжении всего нашего существования независимого с этим сталкиваемся. И, к сожалению, мы пока что никак не можем приступить к этому процессу. На самом деле, если взглянуть на мировую историю, то вы знаете, вот опять-таки такие же люди, как мы с вами, приходят к власти и начинают реализовывать те или иные проблемы и задачи, которые стоят перед государством. Я считаю, что нужна идея, нужна целеустремленность, и нужно, чтобы лидер страны взялся за решение этой проблемы. За решение. Без решения проблемы коррупции мы не можем говорить о каком-то экономическом развитии, о каких-то реформах, потому что все они, безусловно, будут пробуксовывать. Вы знаете, что сейчас, кстати, очень хорошая инициатива была со стороны Министерства экономики, так называемые 25 шагов реформирования нашего государства с привлечением иностранных экспертов, российских экспертов. Там очень такие положительные, хорошие поставлены цели. Но опять-таки их реализовать, я считаю, что будет невозможно до того, как мы не сможем снизить наш уровень коррупции. Конечно же, коррупцию побороть невозможно. Нет таких примеров в мире, чтобы полностью искоренить коррупцию. Но свести ее до минимума, чтобы она не мешала развитию нашего государства, я думаю, что это возможно, потому что есть позитивные примеры в мире. Я думаю, что и мы способны на это. Что касается, тут упомянуто было о законе о противодействии коррупции. Действительно, он был принят, если я не ошибаюсь, в 2015 году. Скажем так, он был перенят с российского аналога. Там этот закон достаточно сырой. Я считаю, что если вы меня спросите, часто задаются вопросы, какие инициативы будут в случае вашего попадания в парламент, одна из моих главных инициатив будет именно ужесточение этого законодательства в области коррупции. В частности, я хочу внедрить такую правовую норму, как незаконное обогащение. Это международная норма, она существует в Конвенции ООН о противодействии коррупции. Что она предполагает? Речь идет о том, что если государственный чиновник любого ранга, неважно, высокий, низкий, средний, если он не способен отчитаться о своих доходах, превышающих его официальную зарплату, он автоматически должен быть подвергнут уголовному преследованию. То есть такая форма, мне кажется, добавит ответственности нашим чиновникам. Но при этом, безусловно, нужно соблюдать законность и нужно следить за тем, чтобы эта норма исполнялась, конечно же. У нас с этим есть декларирование доходов и расходов. И декларирование. Здесь, конечно, вопрос, ребята, конечно, как осуществить финансовый контроль за доходами и расходами должностных лиц. Извините, Владимир Владимирович, вот вы совсем скромненько стоите, вы мне хоть показываете, что вы готовы говорить? Я могу, конечно, ответить на этот вопрос. Я считаю, что основным политическим фактором борьбы с коррупцией является прежде всего политическая воля. К сожалению, ждать местного Ли Куан Ю, который мог бы сотворить абхазское чудо, не приходится. Коррупция носила и носит системный характер. Поэтому, прежде всего, с коррупцией надо бороться системно, на всех уровнях. Уголовный кодекс, в принципе, определяет коррупцию как взятку. Это злоупотребление должностного лица своими полномочиями в свое благо, скажем так. Поэтому, на мой взгляд, надо ужесточить борьбу, прежде всего, требовать с правоохранительных органов работы по привлечению должностных лиц по взяткам. Взятки есть, и мы об этом все прекрасно знаем. Это вопрос сложный. Мы сами даем. О заработных платах можно рассуждать долго. Ну, в целом, хотел бы так сказать, необходимо единение нашего общества, в том числе и в государственной системе. Если мы будем из года в год раскачивать государственную систему, никаких серьезных шагах в борьбе с коррупцией, криминогенной обстановкой, я думаю, мы достичь успехов не сможем. Нам нужна строгая вертикаль власти, но мы, к сожалению, общество разрознено на сегодняшний момент. Пока мы не объединимся в целом, на улицах, не знаю, в домах, в государстве, в структурах, сложно будет добиться положительных результатов.
Понятно. Ну что, уповать на волю Можно, лидера да. или все-таки Я согласен со всеми предыдущими ораторами. Хочу разбавить ситуацию шуткой. Я общался вот накануне дебатов с одним взрослым человеком, политиком, бывшим прокурором, и спросил, как бороться с коррупцией. Он сказал, каким образом происходит у нас в Абхазии борьба с коррупцией. На что он мне ответил. Ты смотришь рыбалку на канале Discovery. Там происходит так, ловят рыбу, показывают и отпускают снова в воду. То есть таким же образом у нас происходит борьба с коррупцией, но в нашем случае эту рыбу даже не ловят и не показывают, к сожалению. Можно небольшую ремарку? Да, конечно. Вы знаете, возвращаясь к этой теме, я считаю, что борьба с коррупцией, она не может носить обоюдосторонний характер. То есть инициатива, безусловно, я уверен, что должна исходить от власти. Да, то есть это процесс, который идет сверху. Нет в мире, если оглянуться, да, в мире нет примеров, где бы народ встал и вдруг начал там... Народ, когда встает, это в основном революциями заканчивается. Да? Безусловно, это процесс, идущий сверху. То есть должна быть, опять-таки, политическая воля, и причем должны быть... У нас, знаете, зачастую как происходит? У нас общество маленькое, все друг друга знают там, и так далее, родственные, клановые порой отношения. И когда какого-то рядового гражданина начинают наши правоохранительные органы, ну, скажем так, какие-то действия в отношении него совершать, он, безусловно, возмущается, потому что он знает, что нет примеров со стороны... Ну, у нас ни одного нет примера, когда бы высокопоставленный чиновник был бы осужден, да, по вопросам коррупции, по вопросам его несостоятельности. Это не потому, что у нас такие чиновники все благоухающие, да, а просто потому, что у нас большие проблемы в вопросах борьбы с коррупцией. Вот я именно считаю, что мы должны исходить из того, что этот процесс должен быть направлен сверху вниз, а не наоборот. В любом случае, пока мы не будем принимать жестких мер, у нас ничего не получится. Я просто приведу один пример, вот именно то, что касается меня, как аудита Республиканской ассоциации инвалидов. Тамас Георгиевич, ну не отрезание пальцев же все-таки. И ушей тоже, если надо будет. Потом видно будет, кто он такой, что коррупционер идет. Нас мало, мы почти всех знаем, но не принимаем никаких мер. Вот я вам сейчас приведу какие-то цифры. Сегодня у нас в Абхазии 2542 инвалида. Это второй группы, да, прошу прощения. Всего у нас 2751 инвалид. Персональников 42. Первой группы 110 человек, второй группы 2542 и третьей группы 57. Вот я еще раз повторяю, с первой группы 2751 всего, вернее. В 2011 году было 1150 инвалидов. Сегодня 2751. То есть это связано с пенсиями нашими, я так понимаю. Когда естественно, подняли, и, да, соответственно, 1600 человек, которые стали, да, после войны, естественно, инвалидов добавляется. В любом случае, это молодые понятно, ребята, да. которые там поймали пулю, там бегали дальше, зашили, бегали нормально, но уже так... Ну, со временем, понятно, да. Появляются Но цифры, за 6 чуть-чуть, лет, чтобы создать 1600 инвалидов, это не может быть. Это уму непостижимо. Но это все почти второй группы инвалиды. Пенсия инвалидов второй группы составляет 7500 рублей. Теперь умножаем 1600 на 7500, в месяц получается порядка 12 миллионов рублей. Хотел бы по этому Ежемесячно. вопросу мы просто Я зададим. секунду договорю. В год это выходит 144 миллиона рублей. Это не маленькие цифры. И помимо этого они пользуются всеми благами, которые вот наделены инвалиды. Если есть такие блага, допустим, вот я как инвалид, да, получаю пенсию, естественно, но как-то не могу воспользоваться теми или иными, да, наверное, лекарства тоже получаю, что такое, но вот эти лжеинвалиды, они пользуются всеми льготами, которые существуют, даже теми, которыми настоящие инвалиды, да. Хотел бы пояснить по Это этому опять вопросу. кто? Это коррупционеры, которые выдали им удостоверение инвалидское. Сейчас то же самое удостоверение, что получить его просто так же невозможно Просто его получить. Я могу чуть-чуть расшифровать касаемо цифр. Да, ну, может быть, да, это то, что я в ассоциации взял, эти цифры, вот я и говорю. Каждая корочка инвалидская, насколько мы слышим, стоит 30 тысяч рублей. Это, представляешь, тысячи? Это тариф такой. Это, да, Вы даже тарифы знаете. Да, ну, конечно, знаем, да, узнаем. Да, все знают сегодня. его Кто тема. делать, не могу узнать, да. Кто, да. Да, Я вам просто механизм Да, чуть-чуть 30 мог бы тысяч, раскрыть. это сделав 1600 корочек, ну, пускай там 200 человек, это те, которые на самом деле получили инвалидность по болезни, там, и т.д. и т.п. Ну, 600 пусть будет. Пускай 600, да, 1000 человек, по 30 тысяч, это 30 миллионов кто-то заработал. Вы говорите, что пальцы им резать?
Блин, Понятно, уши. что это нечистоплотность, она у нас конечно. даже, это не, даже в это таких не вот... чистоплотность, это Это чистой воды коррупция тоже. Да, я конечно. понимаю. Это Ребята, кощунство кстати, чисто. да, Конечно, кощунство, я кощунство. У кого понимаю. берешь? Кстати, вот этот вот вопрос назрел, вот мы начали. А какую бы вот меру наказания вы вот предложили бы вот коррупционерам, кстати? Ну, я сказал, Тамас какой- предложил. Ну, вашу наверное, идею мы уже знаем. Ребята, вот вы что думаете? Я думаю, не стоит выдумывать опять-таки велосипед. Конкретные меры какие? Конкретные Какие? меры, я вам скажу, Уголовная ответственность. позвольте, Лаша. Да, позволь, конечно. Конкретные меры, они хорошо известны, это, в принципе, достаточно относительно гуманные меры. Это заведение уголовного дела, доведение ее до суда, обвинительный приговор, если человек этого заслуживает, арест, содержание в тюремном заключении, плюс, как это было в советское время конфискация всего нажитого непосильным трудом имущества. Я думаю, это быстро отрезвит многих наших. Если будет несколько таких примеров реальных, у нас их нет. Если будет 5-10 примеров таких, я думаю, многие люди задумаются, по крайней мере, над тем, стоит ли участвовать в коррупционных секунду схемах. добавлю, если можно, вот то, что говоришь, конфискация имущества. Они уже к этому готовы. Он не будет на себя ничего оформлять. Нет, да там надо включить ближайших родственников. Это ты уже нарушение прав человека. Это уже нарушение прав человека. Нужно принимать жесткие Спасибо, меры. ребята. всё Лаша, будет пожалуйста. Ну, действительно, ничего нового придумывать не приходится. У нас есть закон, у нас есть уголовный кодекс, да, и мы должны опираться на свои законы существующие. Там достаточно жесткие меры есть. Расшифровку этих мер могут дать люди, работающие в компетентных органах. Нужно, чтобы эти законы стали работать. Для того, чтобы они стали работать, нужен контроль и надзор со стороны соответствующих органов. Наверное, Георгий Лерьевич пояснит, да, из органов прокуратуры, какой надзор может осуществляться. Кстати, что скажут адвокат и прокурор? Да. Давайте с адвоката начнем. Ну, в принципе, я считаю, что в Уголовном кодексе заложена ответственность, и она не слабая за коррупционные преступления. Это и лишение свободы, и конфискация имущества. Применения нет. Ну да, к сожалению, Знаете, вот по поводу как применения наше общество хромает. Да, хромает. Обратно же, почему это происходит? Происходит деление на свой-чужой. Свой негодяй, чужой негодяй. С чужого негодяя можно спрашивать, а свой это свой. Это, к сожалению, имеет место. Поэтому я еще раз подчеркиваю, необходима политическая воля. Она должна быть жесткой, чтобы усилить борьбу с коррупцией. Требовать от правоохранительной системы задействовать все силы по ликвидации данной пагубной привычки наших чиновников. Хотел бы Георгий сказать, Валерьевич, да. да, есть законодательство, есть строгие меры, уголовное наказание по определенным видам. Но плохо это работает, что скрывать. Я бы, знаете, что предложил? То есть, конечно, ко всем видам преступлений это не применишь, но к определенным категориям хотелось бы применить меры административного взыскания, но суммы штрафов, чтобы это были там не 5000-тысячные, не 10-тысячные, а условно хорошие суммы, не знаю, по видам преступлений. Может, до 1 000 000 рублей условно. Рублем, я считаю, у нас это не менее эффективная мера, чем уголовное наказание. То есть, совершивший проступок тот же коррупционер, если ему придется раскошелиться на крупную сумму, может быть, он уже подумает, стоит ли ему совершать еще раз такое преступление, правонарушение. И касаемо не только коррупционной составляющей, а криминогенной обстановки. Внедрение административных штрафов, но суммы надо увеличивать. Я думаю, это было бы эффективно. Ну, конечно, не во всех областях, но в определенных можно это применить. Можно добавить? Да, конечно. Ну, я тут не могу никак согласиться в том плане, что борьба с коррупцией путем административных каких-то штрафов, финансовых каких-то там взысканий. Ну, человек, грубо говоря, украл 100 миллионов, ему штраф выпишут на 2 миллиона. Нет. Но он с удовольствием его заплатит. Ну, сейчас это не может быть эффективным. Речь идет о реальном наказании. Я думаю, что пока мы не приступим к этому процессу, ни о какой борьбе с коррупцией речь идти не в может. определенных видах. Да, Я же не Лаша, сказал, Лаша и Лаша. Да, вот они. мне тоже кажется, что повышение штрафов, да, суммы наказания не повлечет, оно может привести лишь к развитию коррупции. Нужно уголовное наказание, реальное уголовное преследование, с тем человеку будет... не отказывался. Да. Ну, в любом случае, я хочу сказать так. Человек, если украл, на мой взгляд, он должен вернуть, что украл, и посидеть пару лет.
Это в Тогда- идеале. Владимир Да, Владимирович. это в идеале. Я хочу разграничить, в принципе, административное судопроизводство от уголовного судопроизводства. Взятка, безусловно, относится к уголовному судопроизводству и должна рассматриваться по правилам уголовного судопроизводства. То есть административные меры какого-то наказания здесь неприемлемы. Понятно. Всё, ну, я думаю, нам вообще повезло. Ну, по Сегодня у нас определенным 6 видам. гостей и 6 юристов. Нет, я не Так. юрист. Международник. Международник. Так, все? Мы закончили эту тему? Вы знаете, у нас последний Вся, эфир. Да, вкратце, вот только что вся хотела. наша беда в Абхазии, да, вот мы сейчас говорим, так вот все складно, там все говорят, все аккуратно, но вся наша беда в Абхазии сегодня это наша разобщенность, конечно, и вторая это коррупция. Вы знаете, вот на протяжении вот последних 2 недель, вот всем нам наверняка, вот, ну, мне лично приходится там ехать там, на турбазу, там в одном месте с людьми встречаться, во втором месте, в третьем месте. Если вначале как-то я еще нервничал, да, ну, это впервые для меня выступать перед людьми и все остальное, ну, я так как-то переживал, но потом со временем одно, второе, третье, я уже начал как-то более спокойно себя чувствовать, да, уже эти шпаргалки тоже оставил, так разговаривал, но потом мне стало стыдно уже перед людьми выступать. Типа, ну, говори, там, красиво говоришь, начинаю читать свои программы, там, и все остальное, но это все равно им. У них все как было, так и осталось за 23 года, ничего у них не изменилось. Трубы в таком состоянии, свет тоже в таком же состоянии. Я говорю о таких материях, а они говорят, это им до лампочки, им это не надо. Потому что они живут так, как жили. Ничего у них не изменилось. Вы представляете, сколько человек через них прошло? Это нас сейчас 7 человек, каждый из нас наверняка ходил по району. Да, совершенно То нас, верно. это мы уже 6-е в парламент идем. Помимо нас еще были в городское собрание, помимо них были президентские выборы. И каждый раз, приходя к ним, никто им не сказал, что вот мы Деньги пришли к решают власти. Насущные проблемы, да, насущные. Бытовые условия, Конечно, социально-бытовые условия. надо, К сожалению, это так. да, надо как-то все изменить, подойти к этому вопросу, да, вот вы говорите, надо ли пальцы резать? Надо подходить так, иначе эти штрафы, эти административные какие-то наказания, на самом деле, вот говорят, там 100 миллионов украл, на 2 миллиона наказали, фу, и слава богу, он 50 тоже отдаст с удовольствием. И А если украл Ваша миллион, а практика заплатил это 2 миллиона? Ну, Как вы считаете? Посидел 2 года Эффективно? нормально. И посидел. Ваша отсутствие. Я хотел в продолжении Тамаза темы сказать, что действительно на встречах с избирателями все мы встречались, огромное количество встреч провели, и я реально вижу разочарование в глазах людей и некоторое недоверие. И вот это вот та пропасть недоверия между государственными чиновниками, депутатами, кандидатами в депутаты и обычным народом постоянно растет. Мы должны что-то предпринять, чтобы эту пропасть преодолеть. Преодолеть, став депутатами парламента, мы можем одним путем, работая со своим населением, принимая социально ориентированные законы, общаясь со своим населением, лоббируя их интересы в тех или иных государственных органах. И тогда, возможно, что-то изменится. Население по-прежнему продолжает выходить навстречу, и у них остается лишь толика надежды на изменения и на этот парламент в том числе. Понятно. Спасибо большое. Что-то хотели Ну, добавить? наверное, все-таки социально-бытовые вопросы, прерогативы депутата городского собрания, я так понимаю. Да. Легче их решить, ближе к органам местного самоуправления. Поэтому я считаю, избравший депутатом городского собрания, надо Парламент это постараться другой уровень. максимально отработать. Минуточку. Это по вопросу коррупции Да. вы сейчас хотите еще Ну, добавить? продолжите. Ребята, вообще у нас предполагается еще такая вот часть нашей Мы знаем. эфира, это вот дебаты, да? Если у вас есть, кстати, вопросы друг к другу, можете вот сейчас воспользоваться этой возможностью. Или Есть у вы вас хотите- вопрос? Вот сейчас прям? Можете, да. Вот друг... Я думаю, Можете если друг эта другу дискуссия или один начнется, вопрос мы на эфир всех. затянем. Могу один вопрос, Пожалуйста. такой он достаточно пограничный. У вас персонально или для Нет, всех? на всех вопрос, и к себе в том числе. Как известно, в нашем парламенте есть соответствующие комитеты профильные. Да? Вот на случай избрания каждого в депутаты парламента, там 9 профильных комитетов, в каком профильном комитете вы себя видите и почему? Вот такой вот вопрос. Как бы, о будущей Я могу- работе. я- Еще кратко.
Ну, я так как Я нам юрист... не дал сегодня разговаривать. Ну, кратенько сейчас, кратенько. Так как Ну, вы юрист все имеет юристы, вы все разговорчивые, ребята. Ну и международники тоже. опыт работы с Сказывается законодательством, с документами, с правовыми актами, наверное, я себя вижу в комитете по законодательству. Учитывая, что это мне знакомое дело, я думаю, принесу пользу. Имеются наработки, навыки, имеются цели, определенные задачи. Понятно. Владимир Владимирович, пойдем подряд, давайте по давайте. этому вопросу. Если избиратель доверит мне депутатский мандат, то, безусловно, как юрист с большим стажем работы, правозащитной деятельности, я вижу свою работу в Комитете по правовой политике, государственному строительству и защите прав человека. То бишь законодательство. Ну, понятно. К тоже, великому давайте. сожалению, я третий, я тоже юрист. Да. Я тоже был бы в этом комитете. Может, к радости. И в первую очередь я хотел бы сказать, что для меня очень важно довести до ума закон о смешанной избирательной системе и именно перераспределить полномочия между президентом и парламентом страны. Это такие ключевые важные моменты для того, чтобы в дальнейшем, в будущем стабилизировать вообще в целом политическую ситуацию и повысить политическую культуру нашей страны. Понятно, Ираклий. Ну, что касается меня, вы знаете, учитывая мой 12-летний опыт работы в Министерстве иностранных дел, я, безусловно, хотел бы работать в комитете по международным делам. Я думаю, это мне наиболее такая близкая тема, которую я, как мне кажется, знаю лучше, по крайней мере, чем многие другие. Поэтому именно это направление. Тамаз Георгиевич, вы последний тогда на свой вопрос ответите. Ну, я, естественно, по ветеранам и по инвалидам, наверное. К сожалению, такого комитета у нас еще нету, к сожалению. По социальным вопросам. По социальным, военным по вопросам военным есть, и да. инвалидским, естественно, вот именно по ним. Нету этого комитета, к сожалению, хотя это должно быть. Мы прошли войну. Да, она не шла там 5 лет, но, к сожалению, для нас и год и 2 месяца хватило, чтобы увидеть ужасное... Конечно, был бы по вопросам ветеранов и инвалидов войны. Лаша, что вы думаете? И, кстати, вот, может, кто-нибудь предложит, может, нужен какой-то другой комитет? Подумайте тоже об этом. Лаша, вы что? Я, наверное, солидарен с коллегами. Я как юрист, мне было бы интересно быть в комитете по законодательной деятельности. И как бывший сотрудник МИДа, конечно, можно совмещать работу в нескольких комитетах, насколько мне известно, да. В комитете по международным делам и межпарламентским связям. Это было бы мне очень интересно. Это было в продолжении нашей прошлой работы. Понятно. А насчет вот других комитетов? Да, Да. вот по поводу комитетов, я бы расширил комитет. Мы долго говорили на тему коррупции. Комитет по противодействию коррупции. Я думаю, парламент в нем нуждается. Да. Безусловно, я поддержу, хорошая инициатива, но, к сожалению, парламент наш сегодняшний не обладает достаточным количеством тех рычагов, Надо отработать. которые могли бы... Того, что вы перераспределили. Можно я закончу? Которые могли бы содействовать в деле борьбы с коррупцией. Может быть, кстати, я один из тех людей, которые отстаивают идею перераспределения полномочий. Я считаю, что это правильная идея. Речь не идет ни в коем случае о парламентской республике на данном этапе, потому что мы до этого не созрели. Но я считаю, что часть полномочий, кстати, действующий президент, активный участник был этого процесса, я считаю, что перераспределение полномочий и передача части полномочий парламенту, некоторых его функций, я думаю, сможет содействовать в том числе и в деле борьбы с коррупцией. И думаю, что создание такого комитета, его усиление было бы полезно для всех, для нас. Понятно. Спасибо. Есть еще вопросы какие-нибудь? Мы можем продолжить по перераспределению полномочий. если Можем. хотите. А можем попытаться еще раз. У нас время есть, да? Да, время пока еще есть. Что нам еще вот что сможем мы выловить из аквариума? Давайте вот третий раз попробуем. Это аквариум или ящик Пандоры? А удочки нету, да? Ну, рыбак у нас сегодня Лаша Нукзарович. Что он Голыми будет руками делать? прям. Это оно, это ваше. Демографическая политика. Так. Сейчас буду узнавать Могу у всех начать сразу. семейное положение, у кого какое. Семейная Я могу сказать, у меня Сразу у меня начинайте с 2 этого. сына. Со своей лепты, пожалуйста. Не начинайте с меня тогда. Позвольте, я начну. Если Конечно. меня не перебьют, я бы хотел начать. Безусловно, это задача государственной важности для нас.
Особенно это касается этнических абхазов, потому что именно перед нами стоит большая проблема выживания и развития, можно сказать. В силу определенных исторических обстоятельств наш этнос был разделен. Вы знаете, был исход нашего населения. Многие наши соотечественники живут за рубежом, за пределами нашей страны. Мы, конечно же, должны работать в том направлении, чтобы какую-то часть из наших сограждан вернуть на историческую родину. К сожалению, этот процесс не может носить массовый характер. Почему? Потому что существуют две причины, как мне кажется. В первую очередь из-за того, что наше государство, молодое, неокрепшее, не имеет таких финансовых ресурсов для того, чтобы возвращать в массовом порядке наших соотечественников. Это, безусловно, их необходимо обеспечить жильем, их необходимо обеспечить работой, квалифицированной, достойной зарплатой, какими-то социальными гарантиями и так далее, и так далее. Наша республика на сегодняшний день не готова обеспечить всех их этими условиями. Второй момент – это все-таки то, что эти люди уже, они достаточно много времени прошло, и там уже выросло 3, 4, 5 поколений. Многие из этих людей, особенно молодежь, она интегрирована в те социально-культурные сообщества в тех странах, в которых они живут. И многие из них просто не хотят возвращаться и не знают, что такое. Может быть, знают, но не особо готовы бросать все и ехать на свою историческую родину. Это, конечно же, должна быть, опять-таки, государственная программа в этом направлении. Я хочу привести пример Российской Федерации. Вы знаете, в 90-е годы в России был, скажем так, упадок рождаемости. Россия, если я не ошибаюсь, если статистика не подводит, около 1 миллиона человек в год теряла, разница между рождаемостью и смертью примерно в таких цифрах выходила. И благодаря тем программам, которые были внедрены в 2000-е годы, в начале 2000-х, это прежде всего материнский капитал, безусловно, это финансовые рычаги, они позволили выйти из этого крена. И на сегодняшний день, насколько мне известно, Россия уже имеет прирост в количественном составе. У нас какие-то тоже первые шаги в этом сделаны. Безусловно. Тот же фонд Азхара, Да, но вы знаете, он не государственный, этот фонд. И, к сожалению, там, я насколько понял, рассчитывается на какие-то пожертвования. Как раз депутаты парламента и были инициаторами этого фонда. Это все-таки частная инициатива. Вы понимаете, и собираемость там, я насколько понял, очень низкая. Речь идет, в принципе, о 100-150 миллионах рублей в год. Для нас это, в принципе... Мало, конечно. Это сумма, которую государство может осилить в год. Я сомневаюсь, что наши, бизнес-элита готова платить такие деньги. У нас, к сожалению, процесс меценатства не настолько сильно развит, к сожалению, в нашей стране, чтобы говорить о каких-то частных. Хорошая инициатива, безусловно. Но, не знаю, посмотрим. Хорошо, где брать деньги тогда? И, кстати, вы говорите все-таки о финансовой стороне. Израиль все-таки своих соотечественников собрал просто за счет идей. Может, все-таки идею нам прежде всего разрабатывать? Там в обязательном порядке. То есть, если ты израильтянин, проживаешь в другой стране... Это уже дальше. Я имею в виду, первоначально все-таки была идея. А вопрос демографии, я считаю, знаете как? Как бы не было обидно другим национальностям, но мне кажется, именно касаемо этнических абхазов, нужны программы по поддержке молодой семьи. То есть, это какие-то выплаты рождения 2-го, 3-го ребенка, это бы стимулировало. К сожалению, у нас не так много средств. Да, может, это воспримут не так, но мне кажется, касаемо этнических абхазов, так как нас очень мало, к сожалению, прирост небольшой идет, именно материальные поощрения молодой семьи дали бы толчок. Это могли быть, я думаю, не такие уж большие суммы. Условно 30 тысяч рублей. Предположим, не знаю, за 2-го ребенка. 100 тысячах сейчас если говорить. О 100 тысячах? За каждого среднего рожденного ребенка? С малого, наверное. Хотелось бы и более, конечно. Я хочу добавить, на самом деле 30 тысяч рублей – это сумма примерно, которая набегает, когда у тебя рождается даже первый ребенок. Если человек работает, мать и отец работают, там есть до и после родовые выплаты. Поэтому о таких минимальных условиях, они у нас существуют. Они у нас есть на сегодняшний день. Есть даже выплаты в размере 70-60 тысяч рублей. Все зависит от заработной платы. У меня 2 детей, я это просто очень хорошо знаю. А что касается вообще в целом увеличения генофонда нашей страны,
В первую очередь мы прекрасно понимаем, что все это упирается в финансы. Причем финансы не маленькие. Нам действительно нужно увеличивать наш генофонд, потому что мы, в принципе, на стадии исчезновения, так если глобально посмотреть. Прирост есть, но да, очень прирост есть слишком маленький. Если посмотреть прирост 2015 года, он составлял 327 человек. Ну это смешно просто. Это Поэтому мы должны... цифры. Да, но это я сейчас за общее говорю. Сейчас я не отделю никого ни от кого. 1%, насколько. Вот. И мы должны на самом деле, да, извлекать средства. Но откуда эти средства извлекать, да? Это уже опять большой механизм заворачивается. Там развитие экономики, той же коррупции, исчезновения и всего-всего-всего в совокупе. Всегда мы упираемся в деньги. А вот как эти деньги извлекать, уже мы должны Я могу думать. сказать, как эти деньги. Да, слушаю куда вас. И где? Если исходить из того вот фонда, который был на базе парламента основан, там речь идет о 100 тысячах рублей каждому третьему ребенку. Да? Ну, если подсчитать, и насколько мне известно, статистика гласит о том, что у нас в год рождается от 1300 до 1500 младенцев, да? Это всех национальностей, я имею в виду, но тем не менее. То есть это примерно 130-150 миллионов рублей в год. Для государства, в принципе, это допустимая сумма, даже для нашего государства. Я вам хочу сказать, провести, вот у меня бюджет лежит тут за 2 года. У нас на содержание государственного аппарата в целом в прошлом году потратили 2,5 миллиарда рублей. В этом году планируется потратить, ну, слава богу, чуть меньше, 1,5 миллиарда рублей. Я думаю, в том числе из этих средств можно как-нибудь 150 миллионов рублей в год выделить на то, чтобы, там, скажем, не купить машину чиновнику за 6 миллионов рублей, а передать эти средства на улучшение демографической ситуации в нашей стране. Я думаю, средства есть, главное желание. Понятно, Лаша, хотел сказать. Томас, я потом, Томас Геркевич. Сейчас мне отвечать на этот вопрос. Это как это в фильме «Мимино». Такие вопросы, говорят, задают. Я знаю, вы многодетный отец. Да. Аж неудобно, говорит, Вы отвечать. свою лепту точно уже внесли. Да. Сейчас меня наверняка слушают мои родственники, старшие все, но и тем не менее я буду говорить так, как есть. Ребята, вы зря жалуетесь, там что-то ждет от государства. Мы привыкли уже, вот государство. Нет. Было еще тяжелее время. Мы не за 3-го ребенка не думали, за 2-го ребенка. Работайте. Вещи одного ребенка, один, второй, 3 будут передавать. Никто с голоду не умрет. Можно у соседа взять. Слушай, помогут. Это ваши дети, наши дети. Там пока государство нам не даст 100 тысяч, там пока не даст 200, 500 А для чего тысяч. нам государство тогда, если оно ничего нам Слушай, а не гарантирует? зачем мы, мужики взрослые, будем ждать, делать детей, пока мы не нам ждем, государство мы не даст? ждем. Но есть Да, но мы же определенные говорим, что там вот государство, там дотация, там это просто слова. Надо работать, надо иметь детей. Чем больше, тем лучше. Ты говоришь, 2 сына, это мало, 2 сына, но хотя ты еще молодой парень, у тебя все впереди, да. Не ждите от государства ничего. Рожайте детей, делайте детей. Я коротко вообще не буду говорить на эту тему. Посыл понял. Знаете, что поправить? К сожалению, опять же, самосознание народа не так развито. Многие наши друзья, ветераны войны, многодетные отцы, но, к сожалению, если применить в общей практике, молодые семьи, они хотят жить получше, хотят в лучших условиях развиваться, и просто убеждениями сложно этого достичь. Да. Томас Георгиевич, на самом деле, не все думают, как вы лучшее на самом богатство деле. это дети. Это уже хорошо. Наши бабушки рожали по 7-8 человек, жили в деревянных домах, где, я не знаю, не было там ни отопления, ничего, там какой-то огонек. Они в постели согревались, но жили без всяких условий. Вырастали здоровые, нормальные дети, которые потом уже приносили пользу и своей семье, и государству, и всем. Томас Георгиевич, если государство чуть-чуть даст опеку в этой ситуации, у людей чуть другое настроение появится, и мы как бы вот в этом направлении Я говорим. согласен, конечно, может, должно государство помочь, но не будем ждать. Пока будем ждать государства, там, пока оно нам поможет, мы постареем. Ну, мы лично не ждем. Лаша Нукзарович, что вы планируете, чем должно государство вам помочь? Ну, вообще я скромнее всех себя веду в этом отношении, потому что здесь я единственный демографический дезертир, если можно так сказать. Да, в биографии написано, что вы холост. Да, совершенно верно. Ну, я хочу рассказать немножко о демографии. Демография в широком смысле этого слова, да, это политика народонаселения. В узком смысле это комплекс различных мер экономического характера, административного характера, пропагандистского характера, которые могут улучшить ситуацию в стране.
Но вот здесь коснулись вопроса о том, что демография в Абхазии – это не только проблема отсутствия, значит, количества людей. Да. Это реальная боль абхазского народа со времен махаджирства. Нас всегда в советские годы упрекали в том, что нас 17%. Да? И возвращение наших братьев на родину – это наша первоочередная задача. Также демография связана не только с рождением детей, но, наверное, и с здоровьем нации, и очень тесно переплетается со здравоохранением и безопасностью. Да. Безопасностью, в том числе и на дорогах, безопасностью жизни людей. То есть это целый комплекс проблем, комплекс мер. Какие меры существуют? Существуют экономические меры, это кредитование, суды, поддержка молодых семей, различные инициативы типа фонда Асхара. В какой-то период, я знаю, был создан фонд, в котором давали 200 тысяч рублей на организацию свадьбы. Сумма, вот она передавалась от свадьбы к свадьбе, но, к сожалению, сейчас ее нету. Также это, наверное, меры административно-правового характера, которые как бы подстегивают. Это имущественное положение матери и ребенка, это отпуска и многие-многие другие меры. И меры пропагандистского характера в том числе. То есть мы должны назидательно говорить своим согражданам, которые в состоянии завести семью, что они должны это сделать до определенного возраста. У нас есть пример Чечня, республика, пережившая 2 войны. И у них прирост населения просто сумасшедший. Также демография связана и с оттоком населения, то есть с безработицей. Многие молодые люди возвращаются из России, не находят возможности работать, или местные студенты, и они уезжают в Россию на заработку. То есть это целый комплекс вопросов, с которыми нужно работать, в отношении которых нужна государственная программа, выверенная программа. В общем-то. Знаете что, тогда можно как бы ввести определенный возрастной ценз на определенные должности. То есть, как при коммунизме, семейный человек не имел права занимать определенные должности. Да. Может, это бы подстегнуло. Подстегнуло, наверное. Да. Ну, пока их нету, мы будем идти в государственные органы. Я думаю, вы исправите в скором времени все-таки эту свою графу. Вы знаете, можно биографию. Нет, можно Владимир Владимировичу дам слово? Как добиться демографического роста? Это достаточно болезненный вопрос для нашего государства. Я считаю, прежде всего необходимо создавать условия. Под условиями я подразумеваю как и социальные составляющие, так и экономические. Необходимо добиться обеспеченной старости. Необходимо улучшить качественное обслуживание медицинскими препаратами и вообще медицинским обслуживанием нашего населения. Только вот в таком ключе мы сможем добиться какого-то эффективного демографического роста. Понятно. Так, Лаша или кто-то хотел добавить? Да, Ираклий. Буквально, если на самом деле возвращаться к пресловутой статистике, то общемировые показатели говорят о том, что как раз-таки в странах с развитыми экономиками, например, в европейских странах или в Соединенных Штатах, там демография страдает очень сильно. Наибольший импульс, наибольшая рождаемость демонстрируют страны, скажем так, африканские страны, страны Ближнего Востока, да, так называемые страны третьего мира. То есть тут, с одной стороны, да, безусловно, есть финансовая составляющая, да. Ну, мы, к сожалению или к счастью, я не знаю, я причисляю себя, нас всех к европейской цивилизации, да. А там финансовое благополучие, как бы, это достаточно важный вопрос. Страны, арабские страны, страны Африки не совсем нам близки, мне кажется. Поэтому все-таки надо строить эту политику на основе финансовых каких-то послаблений, скажем так. К сожалению, европейская раса на стадии вымирания находится. Да. Понятно. Дорогие, уважаемые кандидаты, у нас есть вот немного времени еще. Если возможно, вот по лаконично и коротко, вот я бы хотела у вас вот одну вещь спросить. Конечно же, вы проводите избирательную кампанию, встречаетесь со своими избирателями. Я просто уверена, что не всегда вы говорите именно о тех вещах, о которых мы сегодня говорили, а больше говорите там о рытвинах и колдобинах на дорогах, да, о свете, о воде. Вот скажи, Ваше Назарович, вы второй раз, в городское собрание вы избирались, уверена была, те же проблемы были, да, у вас избиратели, и сейчас они говорят о том же. Вот что вы им говорите? Вот как можно решить их вот эти бытовые проблемы? Вот вы, вот как кандидаты в депутаты Народного собрания.
Ну, Ко давайте мне с вас вопрос, начнем, да. Ну, действительно, год назад я был избран депутатом городского собрания по району Турбаза. Многое удалось сделать в районе. Мне говорить избирателям не приходится, потому что они знают меня в лицо, знают определенные дела сделанные. Но правда, если брать вот в соотношении, из 100%, что я запланировал сделать, удалось сделать порядка 30%. Но нужно работать с соответствующими управлениями администрации, коммунальными службами, хозяйствами. То есть этот процесс постоянно отталкивать. Дело не в том, что в администрации или еще где-то сидят плохие люди, да. Дело в том, что они как бы работают по всему городу, занимаются нуждами всего города. И сил города не хватает на решение всех проблем. То есть получается ситуация, что депутат собрания городского должен затянуть свой район каким-то образом, чтобы побудить предпринять те или иные работы. Как я вижу эту работу, будучи депутатом парламента, если стану им, то депутат парламента должен очень, я во вступительном слове об этом говорил, активно сотрудничать, да, с депутатами городских собраний. То есть им в подмогу быть. Вернее, они будут ему в помощь, потому что депутатам городских собраний, как правило, и районных, гораздо больше известны о нуждах людей, о реальных чаяниях людей, потому что они находятся в постоянном контакте со своим населением. Тамас Георгиевич. Ну, я, в принципе, до этого говорил, что им можно больше сказать. Больше, чем что было сказано. Единственное, мы им не предлагали сделать какие-то космические корабли и полететь на экскурсию на Луну. Все остальное Да, предложили. ну я обычно что говорю, сейчас Лаша сказал, что они знают, говорят, мою работу и т.д. и т.п. Да, на самом деле они знают его работу, находясь в городском собрании. Он немало этого сделал, да. Ну я так и говорю, что если я пройду в парламент, я в тандеме с Лашей Ашуба, мы будем сообща вместе... Намек вы поняли. Вместе работать. Вы будете ему помогать, да, если он станет? Ну, посмотрим. Да, почему не будет? Будем вместе работать. Не В любом случае мы будем помогать друг другу, кто бы ни стал депутатом У нас парламента. А на депутат самом деле городского уже все собрания. сказано было, все мы уже им сказали, и они уже даже и верить не хотят, потому что каждый из них слушает, улыбается. Ну, а что им можно сказать? Ну и вы тоже, наверное, улыбаетесь. Так, Ну, а Лаша, что Я могу пожалуйста. сказать так, мне часто задают этот вопрос, как вы будете работать, если вы станете депутатом. Ну, я говорю, есть вот... допустим, Залатаете ли вы нам там, да, эти Да, ну, на колодины? самом деле я всегда говорю, что я ничего до не обещаю, после посмотрим. Есть депутат парламента, есть 4 помощника у депутата парламента, и у нас в 5-м округе 3 депутата городского собрания. Вот эти все люди в тандеме будут работать и приносить огромную пользу, но при одном условии. При том, что избиратели их в последующем будут поддерживать после избрания. Во всех Владимир Владимирович, начинаниях. вы что обещаете своим Ну, в принципе, избирателям? я не буду каким-то оригинальным по поводу этого. Я считаю, что прежде всего народный избранник должен тесно сотрудничать с депутатами городского собрания, вот, решать насущные проблемы своих избирателей. Как это можно сделать? Да элементарно. Просто когда утверждается городской бюджет, депутат Народного собрания может туда прийти и как-то проконтролировать и внести свои предложения по поводу формирования городского бюджета. Второе. Своими запросами, ходатайствами оказывать какую-то помощь своим избирателям. В принципе, схема существует. И в конце концов есть контрольные функции. Можно? Понятно. Так, Ираклий, кто из вас? Первый, второй, пожалуйста. Вы вечно недовольны, поэтому я вас спрашиваю. Почему я вечно недоволен? С Нет, чего вы ну, так? что не вам слово. Не буду как бы Тогда вы рассказывать будете какие-то заключительным. невероятные вещи. Опять же, при встрече с избирателями, я сразу им говорю, обещать, что попадя в парламент, я буду заниматься вашими социально-бытовыми условиями. В какой-то мере, конечно, да, конечно же, но в полной мере технической возможности, к сожалению, нету. Да, можно заниматься только этим, но тогда законотворческая деятельность останется в стороне. Можно, опять же, сотрудничать с депутатом городского собрания, это нужно делать, поддерживать его, но я всегда давлю на то, что усиление контрольных функций, опять же, контроль исполнения своих обязанностей определенными службами, коммунальными службами, администрацией, различными службами, то есть давить именно на эти службы. Есть у них определенный бюджет, есть у них определенные возможности, к сожалению, они не всегда добросовестно исполняют. Но, опять же, говорю людям, у вас есть депутат городского собрания,
ближе с ним общайтесь. И, грубо говоря, с него вы можете спрашивать по полной программе. Потому что он непосредственно находится в городском собрании и принимает участие в формировании бюджета по различным вопросам, то есть принимает непосредственное участие. Понятно. Ираклий Вахтангович. Да, можно, да? Ваши избиратели Спасибо. находят понимание? Несмотря на то, что вы меня окрестили вечно недовольным, я все-таки попытаюсь высказаться. Хотя мы не так давно знакомы, но тем не менее. Ну, это на самом деле, отношения. да, на самом деле я пытаюсь не давать никаких обещаний тем людям, тем избирателям, с которыми мы стараемся встречаться. Почему? По одной простой причине. Потому что на самом деле депутат Народного собрания не имеет никаких источников государственного финансирования для того, чтобы он решал бытовые проблемы населения. Ну, я не хочу никого ни в чем обвинять, как говорится, но я не знаю примеров, когда бы депутаты вытаскивали с кармана, что называется, какие-то свои личные финансовые средства. Может быть, в период предвыборной кампании это происходит, но потом как-то мы с этим не сталкиваемся. Государственных средств у депутата нет. Единственная возможность, которую я, кстати, отмечаю, в том числе в своей программе, это взаимодействие с органами исполнительной власти. Безусловно, депутат – это человек, должностное лицо. Депутат у нас приравнивается к рангу министра. Депутат имеет возможность доступа, напрямую доступа к президенту, к премьер-министру, к другим министрам, да, то есть ко всем высшим должностным лицам. И он, безусловно, может лоббировать интересы своего района. Я понимаю, что это не прямая обязанность депутата парламента, это скорее вопрос к депутатам городским, да, но, тем не менее, возможность взаимодействия существует, и есть возможность решать эти вопросы путем взаимодействия с исполнительной властью. Что касается городских депутатов, ну, вы знаете, не только городских, да и в целом, наверное, республиканских, вы знаете, все-таки у нас, учитывая высокий уровень, наверное, в том числе и коррупции, в том числе и личных каких-то отношений, далеко не всегда каждый отдельно взятый депутат имеет возможность доступа к тем или иным чиновникам. Да? Все у нас, к сожалению, решается на основе каких-то личных связей, личного отношения тех или иных чиновников. Поэтому многие вопросы, может быть, не решаются на тех или иных участках. Ну, вот, понятно. Ребята, ну, у нас уже совсем мало времени. Подготовьтесь, пожалуйста, вот к минутной речи. Лаша, вы хотели что-то добавить? Нет, давайте... пожалуй, все уже сказали. Ну, я вот добавлю, потому что сейчас Ираклий сказал. Хорошо, ну что же. Я извиняюсь, я вот хочу добавить, потому что сказал Ираклий в конце, там, допустим, не все получается, да, вот не каждый депутат может выходить на чиновника. Я что сказал своим избирателям? Если, допустим, у меня не будет получаться, я соберу людей, тех же моих избирателей, там площадь большая напротив парламента, соберу, скажу, братцы, я не один, вот, решайте проблему. Я думаю, что вместе сообща удастся решать какие-то проблемы, даже если невозможно достучаться, достучимся. К сожалению, мы не должны прибегать к таким ну, вы знаете, как, если иначе не получается, надо будет прибегать, да. Народовластие. Спасибо. Почему бы мы не пришли, лишь бы народу было легче. А зажмем чиновника, ничего страшного. Спасибо большое. Основная часть у нас на этом завершена, и мы переходим к заключительной части. У каждого есть по 1 минуте, чтобы обратиться к своим избирателям. Ну, опять начнем вот с Георгия Леревича и закончим как раз Тамазом Георгиевичем. Уважаемые избиратели, мы, народ Абхазии, обязаны объединить и направить свои усилия на развитие нашей суверенной республики. Каждый ваш голос – это голос за мир и благополучие, человеческое достоинство, правду, справедливый закон, честную и ответственную власть. Призываю каждого из вас прийти на выборы и выразить свою волю. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Владимирович, спасибо. Ваша минута. Уважаемые избиратели 5-го округа, наша страна стоит на пороге важного политического события. 12 марта состоятся выборы депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Одним из побудительных мотивов моего выдвижения в качестве кандидата явилась моя убежденность в том, что в Народном собрании должны быть представлены все национальности, что, безусловно, будет способствовать национальному согласию и единству нашего народа. Мы приближаемся к финишной черте предвыборной гонки. От вашего волеизъявления, уважаемые избиратели, во многом зависит, по какому пути в своем развитии будет идти наше государство в течение ближайших 5 лет. Поэтому призываю прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Спасибо. Паша, пожалуйста. Уважаемые избиратели,
У нас гарантируется труд и здоровье людей. Есть минимальная оплата труда и поддержка семей. Но будем правдивы. Достаточно ли такая помощь названным категориям людей? Парламент страны обязан быть регулятором индивидуального и общественного благосостояния людей. Народному собранию вместе с исполнительной властью давно пора рука об руку преодолеть имеющуюся социальную несправедливость и нестабильность в обществе. И еще, в связи с приездом и участием экс-президента в выборах и необоснованного поднятого шума вокруг его личности, считаю возможным высказать свое мнение. На общественно-политических процессах страны Александр Золотинскевич влияет достаточно положительно и не может быть являться дестабилизирующим элементом в нашем обществе. Назрела необходимость формирования новой системы ценностей и новой доминирующей идеологии, когда все, объединившись в один кулак, мы будем строить единое, цельное, красивое государство. Спасибо. Иракли, ваша минута. Дорогие сограждане, уважаемые жители Турбазы, уважаемые жители Синопа и Киласура, мы с вами находимся в процессе становления и развития нашего молодого государства. Свободный демократический избирательный процесс является одной из важных составляющих в деле строительства любого современного государства. Именно поэтому, несмотря на все невзгоды, несмотря на существующее в обществе достаточно серьезное разочарование, несмотря на нерешенность многочисленных проблем, я все-таки хотел бы обратиться к вам и призвать всех вас прийти 12 марта 2017 года на избирательные участки, выразить свой гражданский долг и сделать выбор в пользу одного из кандидатов, представленных здесь, который, по вашему мнению, будет представлять наиболее достойно, представлять ваши интересы в Народном собрании и парламенте Республики Абхазия. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ваша минута. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить всех избирателей Абхазии за терпение, всех кандидатов в депутаты за терпение. И в очередной раз прошу прийти всех 12 марта и сделать свой выбор. Как говорил Уинстон Черчилль, плохих политиков выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Приходите, пожалуйста, на выборы и выбирайте хороших политиков. От вашего выбора зависит будущее нашей республики и будущее нашего парламента. От себя могу сказать, что буду всегда рядом с населением своего округа. Спасибо. Спасибо большое. Томас Георгиевич. Что я могу сказать своим избирателям? Обещать много и сразу не буду, не привык обманывать. Я человек дела, не люблю много говорить. Но, повторяюсь еще раз, все наши проблемы сегодня это из-за нашей разобщенности. Я пользуюсь случаем, я не знаю, когда буду еще в эфире, буду или нет вообще в эфире. Хочу попросить людей объединиться, простить друг друга какие-то любые там обиды, что бы ни было. К сожалению, мы сегодня разобщены очень сильно. Напомню, наш флаг, наша ладонь, это наше единение. И надо будет, мы его сожмем кулак очень быстро. Но сегодня наша ладонь, к сожалению, вот так находится. Мы его не сможем согнуть, пока мы не объединимся. Лучше, пускай он будет объединенным всегда от нас. Идя сюда на телевидении, я нашел стихотворение, я прочту его. Его написала Анна Гечба в августе 92 года. «Не рассыпься, народ мой, теснее держись. Да, без нас на земле не закончится жизнь, но не должен ты молча исчезнуть, уйти. Суд потомков тебя никогда не простит». Да, мне это очень понравилось, и вот я призываю всех объединиться. Говоря народу Абхазии, конечно же, я имею в виду представителей всех национальностей. А хочу завершить свое выступление словами нашего первого президента Ардинба Владислава Григорьевича. Это звучит так. Глядя в будущее, можно сказать, что все в наших руках. Можно приумножить сделанное, а можно и похоронить. Все зависит от ума и чести тех, кто будет продолжать начатое. Спасибо. Спасибо. Ну что, уважаемые кандидаты, избирательная кампания подходит к концу. Вы были последними гостями в нашем проекте. Я искренне желаю всем вам удачи. Спасибо, что пришли к нам на эфир.
Тамаз Георгипа ჭიდალა თბობ ჰაშაჰოთ შეხახზას ჰათა შუნცან საათკი ბჟეკე გილარა ახშუк харშეს იტბუბი დუძენ აღჭიარაკო აკრепсо телехопшчам Аԥсныжәла реизарахь алхрақәа ирызку ҳапроект абриала ихыркәшоуп. Арҭ ахымчыбжьы аус шәзаҳуан ҳкандидатцәа иаҳа еиӷьны ишәҳардырырц азын иара алхратә ус иаҳа ишәзымариархарц азыҳәаны. Ҳәарада иҟан иҳагыз иҟазар ҟаларын иара агхақәагьы ахагәра шәсыргот иҳалшоз зегьы шыҟаҳҵоз. Ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп абри аамҭа иалагӡаны ҳастудиахь ҳапроектахь иаауаз акандидатцәа зегьы. Ҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп ари имариамыз апроект аус адызулоз зегьы знапы иҵазхыз зегьы. Агәра аагоит шәалхратә ҭыԥқәа рҿы шәаннеилак, алхра аамҭа анаалак, раԥхьаӡа акәны шәышрызхәыцуа ҳажәлар рлахьынҵеи ҳаԥсны аԥеиԥши. Ажәабжь бзиақәа еибаҳҳәалааит, ҳаигымзааит, ҳаибабаранӡа.